Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. 15 миллиардов рублей выделит правительство страны на развитие Арктики. Кабинет министров продлит и другие госпрограммы. Теплые дни и морозные ночи в Алекминске создают проблемы с водоотведением. Как справляются ответственные службы. Якутское кино берет новые вершины. Впервые кинематографистов из Якутии пригласили на международный форум «Российский кинобизнес». Доступность авиаперелетов с Дальнего Востока и обратно с учетом господдержки проанализирует правительство. Такое поручение Кабмину дал президент Владимир Путин. При необходимости правительству нужно представить предложение по дополнительным мерам повышения доступности полетов для граждан, проживающих на Дальнем Востоке. Соответствующий доклад подготовят до 15 мая. Кроме того, Кабмин должен определить меры поддержки развития маршрутной сети перевозок для дальневосточной авиакомпании. При этом предусмотреть использование отечественной авиационной техники. Срок 15 декабря текущего года. Кроме того, правительство выделит на развитие Арктики 15 миллиардов рублей. Напомним, Кабмин утвердил новую государственную программу развития арктической зоны на ближайшие 4 года. Цель этой программы – обеспечить устойчивое развитие региона, подчеркнул Михаил Мишустин. Также глава правительства на совещании с вице-премьерами сообщил, что срок действия госпрограммы развития промышленности продлен до 2030 года. А еще Кабмин планирует смягчить условия предоставления казначейских кредитов для регионов. Это позволит регионам в этом году не учитывать ограничения по государственному долгу. И потенциально большему числу субъектов Российской Федерации поможет привлечь короткие бюджетные займы. Появится возможность решить ряд текущих вопросов, на которые не хватало ресурсов. И тем самым укрепить устойчивость бюджетов с повышенным уровнем государственного долга. Поддержать людей и региональную экономику, а также создать стимулы для наибольшей активности в будущем. Зачернение и распиловку льда проведут на 72 участках 14 рек республики в апреле. Так, превышение снегозапасов отмечается на участке реки Лены от Сангара до Кюсюра, на реке Алдан в пределах Тампонского, на реке Колыме в пределах Среднеколымского района, а также на реке Амге в центральной части. Превышение толщины льда наблюдается в нижнем течении Лены и на всем протяжении реки Колымы. По данным гидрометеослужбы, вскрытие рек пройдет близко к средним многолетним нормам. Возникновение подтоплений зависит от образования заторов. Весна, как известно, самое проблемное время года для служб, ответственных за порядок. В Алекминске теплые дни и морозные ночи провоцируют заторы воды. Елена Фаст подробнее о решении этой проблемы. С каждым днем солнце пригревает сильнее. В городе местами стали появляться лужи, которые провоцируют замерзшие местами мостики. Это первые сигналы готовности ответственных служб. Сейчас у нас основные наши силы закрепленные за 3 участками. Это вот непосредственно здесь улица Зорина, это улица Тахватуллина и улица Зоя Космодемьянская. Вот 3 участка, где самые первые канавы начинают работать и где мы смотрим, как вода идет. Ночью все равно температура опускается на минус, вода замерзает, застывает. Но вот с утра наш подрядчик, муниципальное автономное учреждение службы эксплуатации городского хозяйства, выставляют людей и оперативно мостики вскрывают, либо очищают. Работы в этом году организованы чуть раньше. Сейчас немного проще будет выявить самые проблемные участки. На опыт прошлого года ориентироваться сложно. Проблемы могут возникнуть совсем в другом месте. Но самый худший вариант, мы тоже к нему готовимся, когда все одновременно. Когда все каналы начинают одновременно бежать, одновременно ночью замерзать, а по прогнозам у нас уже в этой ночью минус 15 будет опускаться. Поэтому на завтра, сегодня утром мы провели оперативное совещание, определили ответственные за каждым участком, и завтра с утра они начинают работать. Если с утра завтра за ночь все подмерзает, если с утра резко оттайка пойдет, то мы оперативно люди знают, над каким участком они закреплены и будут оперативно отрабатывать. В этом году огромное количество снега. Первое таяние идет в городе. Снега много. Воды будет много. Воды много будет. Такой зима реально была очень снежная, холодная, и прямо снегу вообще видно. Я на Бровино живу, да? У нас прям вот такие завалы.
Конечно, будет очень сложно городу. Хотелось бы им пожелать приложить все усилия, чтобы вот с этим совсем расквитаться со снегом, да? В городе уборка и вывозка снега были организованы в больших объемах. Подготовка к таянию будет актуальна, когда таять начнет на полях. Эта вода должна пройти беспрепятственно. Очень много канав, которые завалены жителями. Люди очищают свои участки и все сваливают в ближайшую канаву. Ну ладно бы, если бы был это просто чистый снег, хотя тоже это вредит безопасному пропуску вод. Но, как правило, это снег у нас с мусором, с опилками, вот что мы здесь можем наблюдать, все каналы завалены опилками. Это, в свою очередь, и закупоривает движение воды. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Более 20 образовательных программ из ВФУ вошли в список лучших в стране. Показатели проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России» направлены на оценку качества обучения. Основной акцент в оценке смещен в сторону результативности образовательной деятельности, способности завершить обучение, получения степени, успешного трудоустройства, величины начальной заработной платы, говорится в сообщении. Также учитывается участие студентов в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, получение студентами грантов, именных стипендий. Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» один из первых по независимой оценке качества образования в стране. Создание инклюзивной среды в образовательных учреждениях на круглом столе обсудили в райцентре Тампонского улуса. В Хандекской средней школе в диалоге приняли участие представители Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения, о педагоге учебных заведений. Подробности у Марии Винокуровой. В коррекционном 5 классе Хандекской средней школы 7 учащихся. Ребята учатся по адаптированной программе, которая реализуется через урочную и внеурочную системы. Каждому ребенку индивидуальный подход. С ними работают логопед, психолог. Дети с удовольствием ходят в школу, где их каждое утро встречает Валентина Степановна Игнатьева. Она учитель начальных классов. В коррекционном классе работает 5-й год. Мы создали этот класс для того, чтобы дети общались между собой, чтобы была социализация. Дети очень дружны между собой, они помогают друг другу. И это видно даже в том, как у них развивается речь, и становятся они коммуникабельны. В Хандекской средней школе обучается 89 детей с особыми образовательными потребностями. Из них 30 – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети с особыми образовательными потребностями, они не оставляют, да, скажем говоря, за бортом, да, они их сопровождают. Они именно создали такие условия, что именно сам родитель приходит с такими детьми на занятия к ним, что отрадно. Сегодня во всех образовательных учреждениях района назрел вопрос создания системы ранней диагностики и выявления детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо обратить внимание на нехватку специалистов, педагогов, психологов, логопедов, дефектологов. Как один из вариантов решения проблемы, участники круглого стола предложили организацию переподготовки специалистов. Также необходимо усилить взаимодействие детских садов и школ. По итогам круглого стола принята резолюция, в которой отражены все поставленные вопросы. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Арт-объект «Священный табун мифических лошадей» обустроят на территории туристического кластера «Лена» в Хангаласском районе. Так, в этом году будет возведен круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» на 3000 мест. Арт-объект «Священный табун мифических лошадей», объекты питания, размещения, автозаправки и магазины. Отметим, площадь туркластера «Лена» составляет порядка 300 тысяч гектаров, начиная от Табагинского мыса, заканчивая национальным парком «Ленские столбы». Блогер из Вилюйского района, набравший популярность среди якутян по видеороликам в соцсети TikTok, прошел отбор в международную группу профессиональных каскадеров. Он начнет обучение в Казахстане с 15 апреля. Юноше 21 год, сейчас обучается на мастера производственного обучения в Якутском индустриально-педагогическом колледже. Как рассказал Павел, он увлекается спортом с малых лет. В разные годы занимался легкой атлетикой, вольной борьбой, волейболом, выступал в районных соревнованиях. Попробовать себя в новом направлении предложил знакомый. Павел узнал о наборе на курс обучения у профессионалов, который проходил в Якутске в начале марта.
Якутское кино берет новые вершины. Впервые кинематографистов из Якутии пригласили на международный форум «Российский кинобизнес». На этой площадке проходят презентации самых значимых картин, которые в скором будущем должны выйти в прокат по всей стране. Какие фильмы представили наши земляки и как их встретили в Москве, узнаем у Максима Кардозу. На презентацию якутских картин на международном кинорынке в Москве было не пробиться. Узнать о новинках Сахавуда хотели многие. И неудивительно, интерес к новой волне якутского кинематографа только набирает обороты. Презентация якутских картин прошла очень успешно, с полным залом, полный аншлаг. Люди были в восторге. И направление вот этой деятельности, вывод якутских фильмов вне региона, то есть вытаскивать их на широкого зрителя в страну, это очень полезное дело. После презентации очень много людей подходило, и дистрибьюторы, и люди, которые занимаются продвижением проектов. Большой интерес. Ну, все мы знаем, что якутское кино сейчас на волне. Интерес не только у профессионального сообщества, но и у обычных зрителей. Продюсерам и дистрибьюторам на кинорынке представили сразу 8 якутских картин. Среди них уже знакомые зрителю Тыгын-Дархан и рядовой Черин, также новые ленты от триумфаторов прошлого года Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова. В списке и комедии, и драмы, есть даже северный вестерн. Фильм Петра Хики «Холодное золото» рассказывает о банде, которая орудовала в Южной Якутии в начале 40-х годов. Я вот для маркетинга использую сейчас термин «истерн», даже North Eastern, то есть получается аналог вестерна, но вот в таком вот якутском варианте, да, когда есть преследуемые и преследующие, есть там какие-то персонажи, которые вступают, скажем, в конфликт, в дуэль, да, есть женщина, которую спасают. Это мощная такая история, которая выйдет на экран осенью этого года, 2021. Кинорынок дает возможность создателям фильмов напрямую общаться с прокатчиками, а значит и рассчитывать на российского зрителя. Это новое свежее кино. И самое главное, что оно приходит из регионов и показывает нам какую-то другую жизнь, которую, наверное, москвичи уже подзабыли, а может быть и не знали. И мне бы очень хотелось, чтобы эти фильмы вышли на экраны не только в Якутии, но и по всей России. Надо к этому стремиться. В ближайшее время в российский прокат выйдут Тыгын-Дархан и Ичи. И, скорее всего, это не единственные якутские фильмы, которые в этом году сможет увидеть вся страна. А нам действительно есть что показать и чем удивить. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.